Итоговое заседание антинаркотической комиссии Юнусбек Евкуров отметил, что несмотря на определенные достижения в сфере пресечения деятельности наркопритонов и привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, наркоситуация в регионе продолжает оставаться сложной. В Ингушетии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере состоят более 1000 человек. В ходе выступления глава Ингушетии акцентировал внимание участников встречи на вопросах организации досуга молодежи и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Руководитель республики подчеркнул необходимость активизации идеологической работы и информационно-пропагандистской деятельности. Те средства, которые мы закладываем, они в разы превышают то, что было раньше, но тем не менее это мизер, это копейки. Сегодня мы, закладывая в молодежную политику, а я такую задачу уже поставил, до 50 миллионов рублей в год, и там я заострил одно такое из таких, Александр Иванович, внимание, что именно из этих 50 миллионов рублей, как минимум 2 или 3 миллиона должно уйти на профилактику по именно употреблению наркотических средств. Поэтому это тоже можно уже внести как свою программу. По словам главы республики, необходимо создать условия, чтобы у подрастающего поколения была возможность получать глубокие знания о пагубном воздействии наркотических средств на организм человека. Основные акценты надо расставлять на формировании у подростков негативного отношения к психотропным веществам. Далее на встрече были заслушаны доклады руководителя силовых структур, представителя министерств и СМИ о реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Республике Ингушетия на 2011-2015 годы». У нас в течение года выявлено 406 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидировано 16 наркопритонов, то есть это показатель, он превышает аналогичный показатель прошлого года. 16 наркопритонов. Есть дела оперативного учета, опять же, по содержателям наркопритонов. В суд мы направили 95 уголовных дел, по которым осуждены 93 лица. За 11 месяцев 2011 года на наркологический учет поставлено 129 человек. Из них на диспансерный 4 человека, на профилактический учет 125 человек. За аналогичный период 2010 года на учет было поставлено 126, то есть в этом году на 3 человека больше мы поставили на учет. Из тех 126 на диспансерный учет мы поставили 3 человека, на профилактический учет 124 человека. То есть тенденция она сохраняется у нас на диспансерный учет. В рамках реализации этой программы нами подготовлено, выдано в эфир около 25 передач. Единственное, сделал акцент на том, что в последнее время я как руководитель делал акцент не на количество этих передач, а уже на качество. То есть задача такая, не просто, чтобы на скорую руку выдать, чтобы отчитаться о том, что мы выполнили такую программу, выдали в эфир, а чтобы она имела какое-то психологическое воздействие на наших телезрителей, чтобы какой-то был эффект. И вот здесь это озвучилось, и как результат одна из этих передач, это вот первое место по Северо-Кавказскому федеральному округу, я считаю, что это большой успех для нашей маленькой телерадиокомпании. Наркомания – это зло, которое ослепляет сознание многих людей. В основном в трясину ложных радостей попадает молодежь, не имеющая ни малейшего представления об истинных ценностях жизни. На борьбу с этим негативным явлением нужно направить все силы, подчеркнул Юнусбек Евкуров. Мы должны в комплексе просмотреть, что молодежную политику мы закладываем по линии молодежных организаций, что по линии Министерства образования, что по линии Министерства культуры. Вот это комплексное мероприятие мы должны саккумулировать как средства, которые направлены на борьбу с именно наркотическими проявлениями. Не только те средства, которые у нас в региональной целевой программе комплексные меры противодействия употреблению наркотическими средствами, их незаконного оборота. Ну и плюс вот эти все средства саккумулировать совместно в этом направлении. У нас получится хорошая сумма для реализации тех проектов, которые перед нами стоят. Это очень важно, чрезмерно важно. Необходимо больше упор сегодня делать на то, чтобы жесточайшим образом наказывать тех, кто не понимает нормального языка. Здесь необходимо подключить и совет тейпов в обязательном порядке. На совете тейпов эти мероприятия проводить, озвучивать и раздавать в оргкомитет совета тейпов фамилии тех, кто этим занимается. Необходимо подключать средства массовой информации, интернет-ресурсы и публиковывать эти фамилии тех, кто этим занимается. Необходимо подключать местное самоуправление максимально к этим вещам. Ну, естественно, правоохранительная система должна очень жестко в этом здесь работать. Никакой пощады тем, кто занимается этими делами.
Одним из действенных методов пропаганды здорового образа жизни Юнусбек Евкуров считает работу СМИ. Представителям масс-медиа было поручено чаще показывать социальную рекламу о пагубном влиянии наркотических средств и продолжать практику публикации статей на эту тему. Также глава республики дал указание Министерству здравоохранения усилить работу по тестированию и медицинскому освидетельствованию учащихся и студентов. Кроме того, участники заседания утвердили план деятельности антинаркотической комиссии на 2012 год. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести Ингушетия».